С 25 августа уже в Уфе 76 команд из разных регионов нашей страны борются за звание лучших по стандартам WorldSkills. Наблюдать за ходом соревнований вы можете как на площадках, вход свободный при условии, что на вас маска, так и с помощью нашего телеканала БСТ и даже в онлайн-режиме. Ну а мы, пожалуй, поговорим здесь, в студии, с участниками этого фестиваля, этого чемпионата и, может быть, какие-то секреты даже сейчас узнаем. В студии сегодня Светлана Семенова, региональный координатор движения «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» Мурманской области. Добро пожаловать! Доброе утро! Из Мурманской области приехали вы к нам в Башкортостан, в Уфу впервые. Или что удивило вас в наших краях? Да, мы приехали впервые с огромным удовольствием. Мы приехали в Уфу, прекрасный город. Во-первых, всегда у нас Уфа, всегда ассоциация, что такое Башкортостан. Это мед и нефть. Сейчас мы, конечно, увидели помимо всего этого очень красивый город, очень современный, очень развивающийся. Прекрасное образование мы видим, что очень современные учебные заведения. Я вот уже побывала в одном колледже, это вообще просто вот, колледж будущего, так можно сказать. Вот, конечно же, и еще мы увидели, мы всегда говорим, что на севере самое главное, самое ценное – это уникальная природа, но еще у нас северные люди, северяне. Но я могу точно так же сказать и о Башкортостане, потому что какие здесь добродушные, доброжелательные люди. Я вот, честно сказать, сегодня ехала на автобусе, села не в тот, и как мне весь автобус помогал выйти, кондуктор не взял денег, как они мне помогли пересесть на другой, провели. Ну, то есть очень доброжелательные люди. Вот это вот тоже большая ценность Башкортостана. Спасибо. Это тоже открытие. Очень приятно, думаю, нашим телезрителям в том числе. Светлана, почему вы в студии одна? Где ваша команда? Где Мурманск? Моя команда вся на площадках, они все выполняют конкурсные задания, они все работают, погружены все в конкурсные соревнования. У них сегодня уже второй день, у кого-то завтра будет последний день, у кого-то, может быть, сегодня уже будут заканчиваться соревнования. Конечно же, все хотят победить, все, безусловно. Но я хочу сказать, что вот все ребята, которые сюда приехали со всех регионов, их уже можно назвать победителями, потому что это наши лучшие, это наше вот золото нашей действительно страны, это наши лучшие кадры, которые в будущем, конечно, должны быть просто элитой, рабочей элитой, там, специалистами элитой в наших во всех регионах. Вот, поэтому я сегодня одна. Какие специальности, какие компетенции представляет Мурманск в этом году на WorldSkills Russia 2021? Ну вот в этом году у нас ребята, во-первых, прошли сначала региональные, сначала отборочные в своих группах. В Мурманске, да? Да, сначала в каждой группе у них прошло, потом в каждом колледже, в каждой школе у нас проходят, в дворцах творчества. Дальше прошел региональный чемпионат. Следующий – это отборочные соревнования всероссийские, где они по регионам соревновались. И вот только после этого, когда они стали лучшими, они попали на финал национального чемпионата в Уфу. Поэтому они уже все победители, это лучшие дети. Вот мы представляем в этом году сварочные технологии. У нас действительно очень хорошо развивается в регионе эта компетенция. У нас медицинский и социальный уход, мобильная робототехника мы представляем, инженерный дизайн. КАТ у нас две категории, взрослые и юниоры, и парикмахерское искусство. Вот, на самом деле сварочные технологии, мобильная робототехника, медицинский и социальный уход – это те компетенции, которых у нас сегодня в регионе очень не хватает, которые нам необходимы в очень большом количестве. Поэтому я думаю, что мы идем в правильном направлении. Конечно, хотелось бы большего количества выходить в финал, но все ребята, все регионы достойны, все очень тренируются сейчас. Профессионализм, конечно, возрастает день ото дня. Здорово. Но я слышала, что в Мурманской области движение WorldSkills процветает, то есть оно обрастает новыми смыслами и даже выходит на мировой уровень. Да, у нас есть такой свой региональный аспект. Мы проводим с 2016 года международный чемпионат, называется он Arctic Skills. Такой очень интересный опыт для тех регионов, у которых есть
рядом какие-то страны-соседки, с которыми нужно и необходимо только дружить, дружить и дружить. Вот у нас такой есть конкурс профессионального мастерства Arctic Skills. Это страны Баренц-секретариата, Норвегия, Финляндия, Швеция и Россия, Мурманская область и Архангельская, они к нам тоже подключаются. Вот мы проводим конкурсы по профессиям, по компетенциям, которые востребованы в наших регионах. То есть выбрали такие общие компетенции, которые во всех странах. И ежегодно в каждой стране по очереди мы проводим такой конкурс. Мы смотрим, что-то подсматриваем у наших соседей, они у нас, мы смотрим, как мы развиваемся, и мы вот подстегиваем, подталкиваем друг друга, тем самым развиваться. Ну и, конечно же, изучаем культуры, что способствует укреплению наших международных связей. Да, это очень интересно. Я думаю, что ваши молодые специалисты, юниоры и студенты с большим удовольствием в этом участвуют, еще и для того, чтобы увидеть своими глазами вот эти соседние страны и, может быть, даже на будущее задуматься над тем, как живут люди там. И еще, помимо этого, у вас же очень интересный есть новый опыт, когда юниоры и студенты обмениваются опытом с очень взрослыми профессионалами, состоявшимися. Да, действительно, у нас проходит еще чемпионат «Навыки мудрых». Он проходит практически во всех регионах, и мы тоже подключились к этому процессу. И наши опытные специалисты, это категория у нас 50+, они с удовольствием принимают участие. Вот буквально скоро, в октябре, у нас будет национальный чемпионат «Навыки мудрых», который будет проходить в онлайн-формате, и мы будем тоже в нем принимать участие по 7 компетенциям. Здорово. Есть чем гордиться. Но не только этим, еще и тем, что участники из Мурманской области занимали достаточно хорошие призовые места на WorldSkills International. Да, у нас, конечно, немного таких, но мы очень гордимся. У нас наши юниоры в компетенции электромонтаж, наши дети в Абу-Даби заняли 2-е место. Серебряную медаль. Мы очень гордимся, конечно, ими. Сейчас они все у нас учатся в университетах. И надеемся, что они вернутся в Мурманскую область. Круто. Слушайте, ну вот лично я в Мурманской области не была ни разу, только слышала о том, что это за край удивительный. Для наших телезрителей, которые живут в Башкортостане, которые, может быть, не очень хорошо учили географию и не путешествовали вот в ту сторону, в северную. Расскажите, пожалуйста, про ваш край. Чем вот он в плане географии, климатических особенностей так может удивить даже простого туриста, а может быть и человека, который решит там продолжать свою жизнь? Но я могу о своем крае рассказывать практически всю вашу передачу, но я очень коротко попытаюсь сформулировать. У вас есть 2 минуты. Мурманская область – это прекрасные горы, у нас Хибины. Это прекрасно развитый сейчас горнолыжный спорт. То есть в любое время Швейцария может просто отдыхать. Вы знаете, приезжайте к нам в Мурманскую область, вы прекрасно проведете время со своими детьми в любое время года. Интересно, а вот наши горы Башкортостана вы еще, наверное, не видели своими глазами, да? Ну, мы видели в интернете. В интернете. Они, конечно, повыше будут, наверное. Наши чуть-чуть повыше, да? но наши интересные. Горнолыжники, остаемся. Но, тем не менее, можно для разнообразия съездить. Так, Да, еще конечно же, это моря. У нас 2 моря. У нас Баренцево Белое море, которое окружает наш Кольский полуостров, и Северный Ледовитый океан. Вот такого в Башкортостане точно не найдешь, и ради этого можно съездить в Мурманскую область. Но это, конечно, влияет и на вашу жизнь, да? Это особенные какие-то ветра, наверное, да? Ну, конечно же, это морской климат прежде всего. Это и ветра, и штормы, и солнце, и полярный день, и полярная ночь. У нас очень большое преимущество. Так, у вас сейчас что, день там или ночь? У нас сейчас полярный день уже закончился. Полярные сумерки. Да, но полярная ночь наступит у нас в декабре. Северное сияние, которое есть. Точно. Да, только на севере. Поэтому мы приглашаем всех в Мурманскую область не только отдыхать, можете приезжать к нам и учиться, и получите у нас также прекрасное образование. Да, об этом говорит и то, что у вас достаточно много участников
профессионального чемпионата молодых специалистов WorldSkills Russia. Ну и белый медведь, конечно, да? Обязательно. Надеюсь, вот как раз с ними вы не встретитесь, если вдруг отправитесь в Мурманскую область, ну, если только в безопасных условиях. Спасибо большое за беседу, говорю вам, Светлана Семенова. Сегодня была у нас в студии региональный координатор движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Мурманской области. Вам и вашей команде больших успехов, и пусть вам сопутствуют только победы. Спасибо.